Добрый вечер, хайрекишки, бетингс гайтабес. Всем здравствуйте, всех рады приветствовать. Если вы видите вот нас вот всех здесь красивых, улыбающихся, значит мы вам смело говорим добро пожаловать на третий выпуск третьего сезона шоу Татарстар. Если вот вы вон там вот видите такое название Татарстар наследие, я вам сейчас немножко расскажу, чем же оно отличается от предыдущих сезонов, но опять же чуть позже вас познакомлю с нашим великолепным и блистательным жюри. Вот. Наш этот третий сезон отличается исключительно тем, что все должно быть на татарском языке. То есть, если стихотворение на татарском языке, если песня на татарском языке, если танец, он тоже должен быть исполнен под татар-жире. В общем, вот такое всего лишь небольшое отличие от предыдущих двух сезонов. Но опять же, вы никак не ограничены форматами, стилями, жанрами, песнями. В общем, делайте все, что вашей душе угодно, но только на татарском языке. Татарстар — это масштабное шоу, поэтому у нас весьма и весьма масштабные призы. Его победителям главный приз iPhone 12 Pro Max, призы за второе и третье место — это iPhone 12 и iPhone 11. Наше онлайн-шоу транслируется в сообществах ВКонтакте, в Одноклассниках, там это все называется Татарстар, можете с легкостью найти, а также в крупных городских тематических сообществах. Теперь немножко снова из раза в раз мы повторяем механику. В шоу у нас предусмотрено 6 отборочных этапов, вот 6. 5 полуфиналов и 1 суперфинал. Члены жюри отсматривают присланные видео участников, комментируют, выставляют баллы, после чего, как наши жюри, ну и я в том числе в него вхожу, мы выставим свои оценочки, уже непосредственно мы запустим зрительское голосование, в котором голосовать будете вы. 30 минут в группе ВКонтакте, каждый оставляет свой честный голос, либо потому что вам очень сильно понравилось, либо, может, вы испытываете личную симпатию к участнику, это не запрещено. Непосредственно во время этого 30-минутного голосования к нам в гости придет обладательница премии Татар-жире Алтын Барс, блогер Лилия Хайруллина. Вот так вот она нас порадует своим вниманием. Ну и наконец-то, я думаю, ничего не забыл, все обязательно я зачитал. Представляю наше жюри. Да. Ты улыбаешься, я начну вот с левой стороны. Они пришли раньше тебя сегодня. Хорошо. У нас в гостях, можете сквозь экраны им поаплодировать, артисты татарской эстрады, лауреаты телевизионной премии ТМ-ТВ Зульфия Шайдуллина Мирзаянова и Алмаз Мирзаянов. Рахимитили, здравствуйте. А вот теперь, вот, собственно, вот здравствуйте. Подожди, тебя еще не показывают. Вот сейчас. И еще один участник нашего жюри, клоун. Вот да. Так вот, казалось бы, можно так вот кому-то сказать клоун, но нет, вы так вот послушайте. Клоун, актер театральной резиденции «Особняк Демидова», актер кино, участник праздников карнавала во Франции, артист шоу «Мама» Наргиз Закирова, артист снежного шоу Слава Полунина. Это все Руслан Икманас. Вот это все он. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Ну и, конечно же, я ведущий. Вот здесь написано популярный ведущий. Ну, не знаю, насколько популярный, судить исключительно вам. Вот они меня не знали. Я знаю. А, ты знаешь. Ну вот чуточку популярный. Зовут меня Нияз Хайруллин, со всеми очень еще раз приятно познакомиться. Что же, вот так вот немножко пообщаемся. Да. Какие ожидания вообще, собственно, чего ждет Руслан тебя теперь? У меня... Чего ждешь? Не знаю, мне хочется увидеть и почувствовать настроение людей и их энергию, вот как они ощущают себя в этом искусстве и то дело, которым они занимаются, поют, танцуют, читают, да, мне хочется, чтобы увидеть их душу и увидеть их такое вот нутро, с каким посылом они это делают. Хочется увидеть искренность, потому что это очень важно. То есть потом, получается, может быть, даже где-то будут небольшие шероховатости, но если это будет искренне, ты прям 5 баллов. Да, я думаю, да. Все, класс. Руслан, запомнили. Зульфия? На самом деле это все очень волнительно. Я ожидаю увидеть самые искренние улыбки, песни, как говорится, стихотворения. И настоящие таланты. Да, настоящие таланты, потому что все вышли. Ничек деп айтайын енді. Біз бүтінімізде ауыл кішілер шуңа көрі рахатланып, жырлағыз, шиғырларыңызды тілегіз, біз сізні рахатланып тыңларбыз. Йол етік бүгін, шай матур етіп өткенбіз. И я хочу добавить то, что наконец-то мечта, еще одна мечта у меня сбылась. Это, во-первых, я в жюри. Во-вторых, мы очень много... И в-третьих, Айсан, мы очень много бываем в районах, в деревнях. И во время выступлений мы очень часто видим именно
таланты из народа. Когда они выступают во время Да. поздравлений, на свадьбах, они исполняют свои песни, стихи рассказывают. И очень хочется их прям взять и показать всему миру. И вот Смотрите, это да. их звездный момент, и наконец-то мы тут. Что Мы же прям в Ой, предвкушении. вот я поаплодирую за такие слова, все, достойно. Что ж, сейчас я еще немножко зачитаю обязательной информации, а вот, собственно, к вам, вот здесь у меня есть в обязательной информации написано, что заявочки можно подать до 7 августа. Если, как говорили, что вы где-то, если чувствуете, что у вас душа поет, танцует, читает У меня день стихотворение, рождения как раз 7. да, вот, до дня рождения у вас можно прислать свою заявочку. То есть, если вы сейчас посмотрели и скажете, ну я, наверное, не успел. Нет, успевайте. До 7 августа включительно можно срочно, да, присылать. Времени все меньше и меньше, но оно еще у вас остается. Так что присылайте заявочки, если вы действительно, то есть для нас нет никаких ограничений. То есть это, разумеется, не только Казань, не только набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Акрынск. Это и, к тому же, это не только еще Татарстан. Это, в общем, вы не ограничены географией, только если ограничены наличием у вас, в принципе, интернета. Интернет есть, милости просим, welcome, отправляйте. У соседей можно попросить, если... Вот даже так. В общем, можно выкрутиться, если очень сильно хочется. Мы ждем. Вот так вот, теперь немножко снова о механике. В каждом отборочном этапе, если кто не знаком, мы показываем по 10 участников. 5 из них отправляются в полуфинал. Все это мы принимаем, опять же, заявки, еще раз повторяю, до 7 августа. Мне уже самому надоело повторять, но вам я скажу. 7 августа хадер жиябы заявкаларыгызны. Вот так вот. Не надо. Бүляк еще был сын. 200 тысяч человек, гости. Вас будет очень много. Руслан, если ты не понимаешь, о чем, мы тут тебя обсуждаем. Вот так вот. Окей. Так, что ж, еще раз скажу про призы. Призы у нас iPhone 12 Pro Max это первое место, второе, третье место iPhone 12 и iPhone 11 соответственно. В общем, вот это все, что вас ждет. Так что третий сезон, он покруче, он интереснее. Мы из года в год стараемся становиться все лучше. Так, ну что ж, я обращаюсь к нашей технической группе. Вроде все я зачитал. Все вроде прочитал. Если мне вот оттуда, дорогие зрители, из-за камер не кричат «не яс, ты там что-то забыл», значит, я все рассказал. И мы готовы непосредственно переходить и показывать наших участников. Я думаю, сейчас обращусь к жюри. Давайте вот так вот сквозь интернет поаплодируем нашим участникам. Удачи вам. Так, удачи вам всем. Удачи. Вот, первый участник, вот я тут рассказывал о Татарстане, из других регионов. Нет, первый участник из Казани, ей 11 лет, Лиана Гафиатуллина с композицией «Айда, айда, жерлик әлі». Таңдаймыз. Таңдаймыз. Келген сайын сізні сағынып келем, яңа жырлар, яңа көбеләм. Алып келем аны туған яқның, қырларынан урман көлінен. Әйдә, 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 жырлыйк әле, желкендерик әле кисләрне. Бергә жырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кишләрне. Әйдә, 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 жырлыйк әле, желкендерик әле кисләрне. Бергә жырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кишләрне. Бергә жырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кишләрне. Оп! Вот так вот. Браво. Так, смотрите, тут какая история. А еще раз, если вы нашему жюри повторяем, мы сначала немножечко так вот обсуждаем, говорим свое мнение, а потом по очереди выставляем уже оценочки. Сначала исключительно мнение. Руслан, как тебе? Ой, мне понравилось. Душа пела? Да, душа пела. Вот как раз таки то, о чем я и говорил, и посмотрел сейчас. И это еще и первый номер, и я волнительно Прямо, жду, да. И вообще классно. Первый номер, она очень такая девушка открытая, светлая, в ней это видно, вот эта вот радость, которая. И очень видно, как она вот прям старается, и есть это вот желание сделать прям все красиво, чтобы это было еще и спеть. И мне, конечно, очень понравилось. Молодец, очень хорошо. Вот так, а нам нравится, мне кажется, что ты сегодня говоришь. Я рад. Дальше, Ничик, сізге. Ничек тебе айтты исемін? Исемі оның Лиана. Лиана, сильно молодец. Так петь в 11 лет, это, конечно же, очень круто. Вот, когда смотрела это видео, сама погрузилась в это время, когда мне было тоже 11 лет. Пиццерия, что ли? Нет, мы тоже в эти года
участвовали постоянно в разных конкурсах, и было такое чувство, прям, ничек тебе айтайын, шул уақытларға қайтып кірді менде. Она очень хорошо исполнила песню. И похожа на тебя, кстати. И такая озорная девочка, прям вообще нам очень понравилось. Мне очень понравилось. Да. Алмаз, можете сказать просто «я присоединяюсь». Не, так как она первая конкурсантка, поэтому хочется сказать то, что мне, знаете, чего не хватило? Не хватило немножко себя, ну, чтобы она себя немножко показала, как будто ей сказали вот так вот делать. И она вот очень хорошо видно то, что она занимается с учителем по вокалу. Да. И прям рот как правильно открыть, и дыхание, и в это же время надо контролировать еще и эмоции, и движения, и как-то она пытается все делать, и Чуть-чуть получается... себя потеряла. Да. Вот. Такое. Мне кажется, это у всех Есть детей такое. есть такой труд педагогов, это обязательно все эти руки, танцы, Да-да-да. обязательно все показать. Все на высшем уровне. Как вот эквалайзер открыт на все эти. А надо немножко регулировать. Вот, теперь, наверное, пришло время мое, я тоже в членах жюри, вот так вот я это скажу. Смотрите, я второй выпуск подряд говорю, я спрашивал наших организаторов, модераторов разрешение, можно я буду всем ставить пятерки? Ну, смотрите, какая история, я не пою, я не танцую, вообще какое я имею право кому-то вообще оценочки ставить? Но мне сказали, нет, ты должен ставить оценки. Мне все понравилось. Но опять же, чуть-чуть, как будто вот, Лиана, как будто вот мне не хватило чуть-чуть веселья. Она действительно вот немножко переживала за все это, чтобы это было похоже на номер. Но, смотрите, локация, что называется модным языком, декорации были. Костюмчик был, фонограмм была, улыбочка была, поэтому вот... Где березу нашла? Ой, не говорите, вот очень сложно, если еще добавить, что там она снимала месяц назад, она на улице была жара плюс 36 градусов, она в костюме стоит, поэтому от себя ставлю 4 с плюсом, округляем до четверочки, вот так вот я могу сказать. Руслан. Ой, ну, наверное, 5 еще рано ставить, потому что, не знаю, мы же еще не видели всех конкурсантов. Вот исполнится 15. Вот, я не в плане именно Лианы, а в плане еще вдруг будет кто-то лучше, и как тогда их потом сравнивать, поэтому, наверное, вот А потом мы можем изменить? Нет. Вот поэтому, да, на всякий случай я придержусь к Линару, и тоже 4, я думаю, замечательная оценка. Все, есть. Эльфира. Я как девочка поставлю Лиане 5, потому что, ну, молодец. Потому что она самая первая исполнила эту песню. Я не знаю, что дальше будет. Она еще такая маленькая и такая умница. Так хорошо спела. Тебе Ляна, 5? тебе 5. Я ставлю 5. Прям. Я хотел ставить 5. Не успел. Сейчас мы, если вдвоем поставим пятерку, то это будет немножко неправильно, мне кажется. Поэтому 2. Сейчас идти еще. Ты что, ой, пока. Будет 4. Вот так вот. Приняли решение поставить 4. Что ж, неплохо, поаплодируем. Да, это очень хорошая Да, оценка. Молодец. итого. 4, 5, 4, 4. Это все вот отправляется Лиане. Для первого участника вообще, в принципе, очень-очень хорошие оценки. Так что, Лиана, мы тебя поздравляем и надеемся, что ты отправишься в полуфинал. Алмаз, там дальше сложнее будет. Да. Потому что второй участник, вот уже двигаемся по географии. Он из Набережных Челнов. О, я там родился. Вот так вот, Яршалудан. Утыз Брияш, 31 год. Зовут его Айрат Саитов. У него композиция из репертуара Расима Низамова. Вот так вот. Внимание на экран. Kışlarımda uzub bara Tağını bir yazım jite Kötülerim boşqa bulgan Ömürüm sinsiz öte Bulutlar ağar indi Tamşılar tamar indi Yanarga kalgan yüreğim Yanar da yanar indi Bulutlar ağar indi Tamşılar tamar indi Yanarga kalgan yüreğim Yanar da yanar indi Вау, Кулшавабас. Молодец. Айрат был. А мы думали, еще будет. А вот Да. хотелось слушать и Да. слушать тебя, Айрат. А теперь начнем вот с другой стороны. Алмаз. Айдаматор. Нәрсе деп айтайын деп едім. Нәничек бар шулай.
это же еще не оцениваемое, пока Пока просто наше мнение, да. Песня Расима Низамова не может быть легкой. Поэтому он как-то даже без никакой ошибки исполнил эту песню и от души исполнил. Прям чувствуется то, что есть от природы и заложенный на самом деле слово талант. И мое мнение пока такое, пока еще думаю сейчас насчет оценки. Я рад. Можно я на татарском, пожалуйста? Можно, можно. Расим абый Низамов менің райондашым, Тілеші районынан шуңа күрә менің ерім дұрыс айтып кетті. Расим абыйның жырлары дұрыстан да бірде жеңіл жырлар түгіл, аның қойсы жырын алсаң да ойрат бұл жырны Расим абыйға ұқшатып жырламады. Именно міне біз айтып кеткенік бит Лияны міне өзін юғалтты деп. Бұл жырда ойрат өзінің мұңын, өзінің көңілін беріп жырлады. Мен бек ұшады. Спел по-своему. Аның білен, да. Он спел все по-своему и так красиво, так душевно. И вот некоторые же поют, да, с душой, да, вроде, а нет мон. Я не знаю, на русский язык не переводится, по-моему, это слово. А тут было все. И глаза были такие добрые, и прям с душой. Я прям сама сидела, пела. Такая красивая песня. Вот такой так вот. хороший исполнитель. Для Руслана или, возможно, для Мне Руслана. теперь неудобно после ваших слов. Вот, и, возможно, для тех зрителей, которые не поняли, о чем здесь была речь. Ну, как я не любитель в песен плане- Расима Низамова, скажи, пожалуйста. Нет, я не в плане песен, в плане того, что у меня немного другое мнение. Очень, да, красиво он исполнил. Ну, у всех Да, свое мнение, да, да. конечно. Очень красиво, но... Подача. Да, вот подача, видео и... Ну, не знаю, если сравнивать с предыдущим участником, здесь как бы для меня нет ни четверки, к сожалению. Вот если вдруг переходить на баллы. Исполнение хорошее, а все остальное как-то мне не хватило. Вот, я же все-таки так и в своих тоже работах Как я артист. атмосфере уделяю внимание, да, и вот эта вот атмосфера вот этой заявки мне не передалась. Вот так вот задрала планочку у нас первая участница по имени Лиана. Вот так вот. Анияс Узын Ничек улисом? Хазрейдем. Бабашта, для тех, кто не понял, мол, наверное, если это перевести на русский язык, такое сияние души. То есть вот это вот не Ай-яй-яй. передает шлайдер. Мелизматика, вот это Вот все. это шлайдер, наверное. От Вот. нашей Состояние мысли. души может быть По- еще что-то. Да, по мне, наверное, действительно, я тут больше соглашусь с Русланом. У нас все-таки конкурс, хоть и, наверное, талантов, но все-таки артистов в том числе. Тут человек обладает действительно талантом, действительно спел. Спел, как вот вы специалисты сказали, спел непростую песню. Спел по-своему, у него получилось хорошо. Но опять же, в отличие... Имея такой талант, просто взять, включить фронтальную камеру и спеть, но, наверное, имея такой талант, это Но он же непозволительно. мужчина. Это же тоже надо иметь в виду. Но он уже снял видео, он уже... А, вы имеете в виду, что он может... Он может вот такой стеснительный человек. Вот первый раз в жизни снял такое видео. Мы продолжаем наш марафон самых добрых выпусков Татарстара. У нас всё- Так, ну ладно, я от себя скажу. Вот песню критиковать не могу, но здесь, опять же, тогда, наверное, надо было предыдущему участнику, я должен был поставить 5, но здесь, ладно, все, 4. Исполнение было классная, сложная песня. Молодец. Давай. Руслан, оценка. Давайте я скажу Вот так, 3. чтобы не было тебе стыдно. Я скажу 3. Вот Я первая абсолютно- первая троечка. Айдем, Тебе это не Антон, надо нәрсе понимать. деп айтасың? Я знаю, что это такое. А, да? Извини, пожалуйста. Меңізген татарша тілінде білемін А, де. именно? О, Всё, молчим по-татарски. Сөгілерге айрамай аласың. Ну, только из-за Руслана, конечно, нельзя ругаться. Айда. Сен айтып баштанар, мен айта алмадым шул бәяны деп айтасың. Баян. Будем считать. 5 баллов. Во-первых, он из набережных Челнов. 1 балл. Да. Второй балл. Менің қатының райындашының жырын жырлады. 2. Это его оценки. Узын на поерсом. Я, по-моему, хотел так и сказать. Нет, во-вторых, из набережных Челнов. Во-первых. Во-вторых, он, у него есть талант, хороший голос. Есть. Он поет намного лучше, чем я. Ладно. В-третьих, его зовут Айрат. Да? Да. Да. Я Алмаз Айратович. Вот 3 балла пока. Но это Четвертых. не- Подожди, тут у каждого своя. Нет, я уж собрал все тут. Четвертых, он был на нашем концерте. Вот 4 балла, я его помню. Даже? И 18 есть еще 5 балл, я не могу не поставить. Он приходил на наш концерт с хорошим подарком.
Ну Пять нет, баллов. же, ну как Пять все, ладно, Как- 5, нет, нет. можно. Я на самом деле ставлю 5 баллов за его голос. Именно голос, который идет вот отсюда. Но пусть он поработает над своей мимикой и над тем, то, что надо. Вот, Все, ладно, Ну, запомнили. извините, тогда, если можно, я поменяю свой балл. Ты двоечку И хочешь чтобы поставить? это уравновешивать, я тогда поставлю 2. А вот так вот. Это его Каждый право. Если сравнивать, Его ну как бы право. предыдущая девочка Алина, вы же поставили ей 4, чтобы уравновесить. Лиана. Лиана, да, и она этого, в принципе, заслуживает. Здесь пятерка. Вечер перестает быть в сравнении с Лианой. Я как бы, ну тогда давайте, чтобы в общем, общий как бы... Короче, я Да. есть ближайшие 2 Ладно, месяца ладно, в его право. набережные Челны не едь. Меня сейчас не полюбят, но... Так, сейчас надо быть очень серьезно все говорить, да, наверное, потому Можно. что на кону стоит там Полуфинал. не только полуфинал, там первое место же 12 Pro iPhone, Да. по-моему. Это же очень круто, даже у меня нет такого телефона. И у него тоже. Но это не суть. Ну, у меня скоро день рождения. Если, например, послушать ваше мнение, то, что на самом деле, да, Лиана все подготовилась, костюмы одела, голос хороший, с педагогом работала, Айрат просто взял и снял видео, как есть, как будто везет или нет. Такое чувство, ну, я хочу увидеть ее в полуфинале, поэтому, если я поставлю, например, не 5, а 4, мы сможем его увидеть Давайте на сначала полуфинале? спросим, Рустам еще может изменить свои баллы? Руслан, Нет, если, я не например, буду, я не поставлю буду, вы как четвёрку, ты хотите. поставишь тройку? Нет. А, да нет, зачем? Нет, пусть не меняет, нормально. это- Я очень хочу его увидеть в полуфинале, поэтому я ставлю 5. 5, 5, 2, 4. Аплодисменты, Вот так. эти баллы отправляются в набережные Челны. Ладно, дорогие участники, сейчас сделаю такую Да. небольшую ремарочку. Смотрите, Дальше будем слушать, да. Все, да. Да. Смотрите, какая история. Мы здесь выставляем исключительно субъективные оценки, как нам покажется здесь сейчас. Мы не претендуем на какой-то профессиональный разбор, нет. мы не претендуем ни в коем случае на академичность. Это я сейчас обращаюсь вот тем вот комментаторам, которые, а вот там вот было лучше, мы вот там вот нет. Мы исключительно оцениваем по настроению, поэтому просим вот так вот отнестись с легкостью и весельем, так же, как Да. мы ставим двойки людям из Челнов. Так, ничего страшного, двигаемся дальше. Следующий участник. Бавлы. 16 лет. Я там был. Вот сейчас пятерка прилетит. Адель Ибатова, Мы там тоже стихотворение были. Габдуллы Тукая «Милли Моннар». Слушаем. Milli monlar. Ишеттем мин кише, берәү җырлыйчын безнеңчә матур милли көй. Башка киләр уйлар төрле-төрле, әллә нинди зарлы, моңлы көй. Өзлеп кенә әйтеп бирә татар күңле ниләр сизгәнен. Мискин булып торган 300 елда тәкъдир безнең ничек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән. Милли хисләр белән ялкынланып, сызлып чыга күңленнән. Хәйран булып җырны тыңлап тордым, ташлап түбән дөнья уйларын. Күз алдымда күргән төсле булдым Болгар һәм Агыйдел буйларын. Түзәлмәдем, бардым җырлаушыга. Дидем, кардәш, бу көй, нинди көй? Җавабында милләттәшем миңа бу көй була диде. Әллүки. О, получалось. Вот так вот, вот так вот. Думаю, меняем по очереди порядок. Мне все понравилось. Стихотворение потрясающего, как, наверное, в адрес Габдуллы Тукая редко так говорят, но именно слово потрясающего поэта, который действительно переведен на множество языков, поэтому у меня даже нет никаких вот что-то добавить. Все здорово, все классно. Руслан. Да, очень хорошо. Очень хорошо все. Сейчас все подумают, что мы тут провели какую-то беседу. Нет, Нет, на самом деле мне, да, понравилось. Если до этого, вот, опять-таки, да, но мы, как-никак, я все равно буду сравнивать всех участников. И если сравнить с Лианой, если у нее была вот эта вот такая вот душа и желание показать это через песню, здесь через стихотворение, через рассказ, через то, что ты читаешь, и довольно очень хорошо. Все, Да. я рад, отлично. Зульфира? Мне все очень понравилось.
прочитала очень хорошо, без акцента. Были, конечно, моменты, где она там забыла слова чуть-чуть, прям миллисекунда какая-то. И это было такое чувство, как будто она вообще читала. Ну, это только мне показалось, конечно. На самом деле я не знаю, как там все было снято. В общем, молодец, мне понравилось. Хорошо. Алмаз? Она куда-то торопилась. Чуточку, да. Или регламент есть? Нет Нету, никакого? нету. Секунд, наверное. Вот Сейчас я именно смотрю, нету ведь. по словам, 2 минуты нет, значит, она просто торопилась. мне не из-за того, что хочу отомстить, то, что ты был в баблах. Ой, она торопилась. И именно поэтому мне не хватило именно содержания стихотворения. Вот так вот коротенько, действительно хорошее было стихотворение. Я от себя, наверное, поставлю, я вот свои оценочки посмотрю. Я от себя поставлю первую 5 за сегодня. Вот так. 4. 4. Я тоже ставлю пока 4. 4. Нас не сразу пустили в баблы. Первый концертный сезон нас отправили, можно сказать, обратно. И какой-то осадок остался именно из-за баблов. Но зато на второй год, на третий год хорошо встретили, хорошо приняли. Именно поэтому баблам передаем привет. Шара-шара, көрішерге насып болсын, Алла берса. И Руслан, не смотри, я хочу поставить 5. Даже, знаете почему? Этого нам не хватает именно на сегодняшний день детей, которые рассказывают именно такие стихотворения. Это сложные слова и сложное словосочетание, и как бы легкие детские стихотворения еще можно рассказывать, а именно таких выдающихся поэтов рассказывать очень сложно. Она взялась, она сделала, и я уверен, что следующее ее стихотворение она расскажет Даже так, круче. как надо, да. Вот так вот. Итого пробегаемся. 5, 4. 4, 4. 5. Вот так вот все эти оценки отправляются в баблы. Очень Здорово. хорошие оценки. Вот так вот. Итого 14 баллов. Легко и просто. Что ж, двигаемся дальше. Ой, да. Спасибо тебе, родный человек. 18 баллов. Следующий участник издалека. Ему 39 лет. Из города Тобольск. Это, если кто не знает, у меня здесь записано не то, чтобы я такой умный. Это в Тюменской области, не в Подмосковье. Тюменская область, город Тобольск. Зухра Тимиргалиева с композицией «Қыр қозлары кеткенде». Вот так вот. Смотрим. Так вот. Кира, Алмаз. Начнем с той стороны теперь. Резко. Мне не очень понравилось. Песня грустная. Ну, такая, да. И как-то про родину песня. Прям домой захотелось. И, Встал и ушел. мне очень интересно мнение Зульфиры как певица. Вот я хочу ее услышать. Яра. Если смотреть с профессиональной точки, то были такие моменты, где она не попадала, где связки как-то не смыкались, что ли. Песня на самом деле очень сложная,
тем более петь сопрано не своим голосом, там надо иметь очень сильное дыхание. Ну, она очень сильно старалась, мне понравилось, но с профессиональной точки зрения она в некоторые моменты не попадала. Ладно, Руслан. Душа же была. Душа. Тяжело вот тут как-то говорить. Такое, знаете, ровное видео. Ну да, вот как бы с какими-то, ну, как бы с проблемами, с какими-то недочетами, но в целом это такая вот ровная линия, без каких-то вот то, что может тебя задеть, как на какие-то эмоции. То, что она участвует, это уже очень хорошо. Какими бы эмоциями это ни было, разными, вот, в целом это такое ровное видео, там, если, да, хорошее видео. Нельзя его оценить как-то в плюс, и нельзя сказать, что это плохо, нельзя сказать, что это очень хорошо, поэтому как-то так. Вот так вот. Теперь от себя скажу, вот Зухра Бигзур вам рахмет, вы как-то по-казахски рахмет делим, рахмет. Как-то вы нас немножко так подусыпили. Давайте я сразу скажу, мне понравилось, но знаете, вот тоже тут присоединяюсь, поэтому лично от себя я вот этого обещал не делать. Я вот так вот ставлю, вот сразу перейду к оценке, я ставлю двоечку за музыку и двоечку за вокал, итого 4. Руслан. Давайте, вот если сравнивать с мужчиной, который пел, да, вот до этого. Где... Там ты прям, да, вот. Да. Здесь, наверное... Прям минус 7 сейчас поставишь. Нет, здесь, наверное, я поставлю 3. Вот. Окей, есть. Гүлтера? Зухрапа, сіз бик матур жырладыңыз. Я сейчас прям к ней обращаюсь. Пожалуйста, үпкәләмәгез. Әзерләнгәнсез, шуны матур калфаклар кигәнсез, шуны матур күлмәкләр кигәнсез. Аранжировкалар да бар, кайдадыр ниндидер профессиональный бер җирдә дә төшергәнсез, ахрысы ялгышмасам. Әмма дә ләкин ничек кенә сезнең менә шушы видеогызны карап рәхәтлек алуга карамастан, мин сезгә 3 билгесе куйсам, пожалуйста, ачылмагыз, ярыймы? Мне прям очень трудно, оказывается, тут сидеть. Можно я пойду? Нет. Извините, что перебиваю, но просто с другой стороны, тут подготовилась она надела костюм, тут сзади ноты, очень красиво играет музыка. Она, человек подготовился, она там видео хорошо снято, поэтому очень хорошо, да. Зухрапа, очень все хорошо. Обнимаем вас. Спасибо вам за такое хорошее видео. Алмаз, я понимаю, что как бы ваше мнение уже кроме меня, видимо, никого не интересует. Извините, что я перебил просто. Может быть, Тобольск о чем-то говорит. Я там был. Я там был? Ну, Эйнде. Гастрольләрдә йөргәндә, ике тапкыр без бөтенләй Себерләрне әйләнеп кайттык шулай. Зөһрә. У меня бик опада түгел инде. Не хочется обидеть человека. Вот это конкурс, это нормально. Да. У меня балл 3. Тройка. Гафу итегез, мне очень стыдно, конечно, то, что сіз шетте яшаучы татар буларак, шулай татар киемнәрен, татар җырларын пропагандалаганыңыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Но надо найти такую песню, которая будет показывать ваш талант, чтобы с вашим талантом совпадала именно эта песня. И надеюсь, эта песня будет еще и повеселее в следующий раз. Да, вот так вот. Ждем вашу заявочку из славного города Пожалуйста, на следующий сезон. Все, продолжайте. Но все равно оценочка-то неплохая. Оценочки суммарно получается 3, 4, и все решит исключительно зрительское голосование. Двигаемся дальше. Этому участнику 26 лет. Зовут его Виталий Спичков. Он из Пестричинского района, село Кибячи, с композицией Фарида Низамиева «Миңа гана насып яр». Вот так вот написано. Приглашаем на нашу онлайн-сцену. Смотрим. Bon
так вот скажу. Тут, наверное, я не привык так вот обращаться к незнакомым людям, но тут скорее не Виталий Спичков, а Витя! Вот, наверное, вот так. Скажу от себя. Хорошо. Виталий из Пестричинского района село Кибячи, но тут я вот так немножко позанудствую. Номер должен выглядеть как номер, и даже вот эта неровно поставленная камера, вот почему, я все ждал, вот Зато честно. это оригинально. Ну, я все ждал, что... Зато мы его запомним. Я все ждал, что там сейчас появится отец, даст подзатыльник и скажет, пошли работать, ты что здесь делаешь? Или ему лобовая шкурка. Вот так вот. Поэтому вот немножко и очки, опять же, вот многократно говорят, что надо, хочется видеть глаза. И тут либо вариант, что за очками спрятано то, что многим людям вокруг не нравятся его песни, поэтому он надевает очки. Ну, либо почему-то по-другому. Ну, вот так вот, как-то странно выглядела, скажем так, конкурсная заявка. Руслан, вот ты здесь больше всех танцевал сейчас? Да, вот тоже я сейчас думал сказать про очки. И все-таки, да, когда такой конкурс, даже если люди не профессионалы, и хочется вот этой вот больше подготовленности к этому делу и какой-то больше, наверное, ответственности, когда человек делает. Песня хорошая, она веселая, но она однотипная, там один и тот же темп на протяжении всей песни, но эффектное такое появление с этими очками, образ, эффектное появление, которое сработало на 10 секунд и не больше. Дальше уже один и тот же темп идет, как бы, я Это так понимаю. 70% татарской эстрады песни такие. Ну, хорошо. Я не хочу обидеть. Но, наверное, это же, даже если идет один и тот же темп, можно же придать этому краски, можно придать какие-то движения и как-то насытить этот номер, да? Тебе прическа не понравилась? Эту песню. Да нет, не про прическу, я вообще про полную составляющую. Поэтому в целом меня как бы не впечатлило. Такая общая составляющая. Не было развития у этого номера. Хотелось что-то интереснее. В общем, вот так вот новый эпитет дарит нам Руслан. Не впечатлило. Вот так вот. Меня точно всегда видят. Я не хочу давать очень много внимания, поэтому я просто скажу, мне не понравилось. На самом деле, надо, раз ты готовишься на этот конкурс, надо чуть-чуть... Какое-то неуважение. Да. Мне не понравилось, извините. А у вас? Тут был один явный балл, это образ. И это оценка, собственно, да? Да. Единица. 2. 1. Гулять так гулять, и исключительно за мою фантазию, что я ожидал, что кто-то войдет себе в кадр, 3. Вот так вот. Добрый день. Все, я вообще обещал никому 3 не ставить, но Виталий, ты способен на многое. Двигаемся дальше. Наш 6-й участник нашего 3-го отбора Азат Хасанов из города Казани. Стихотворение Роберта Миннулина «Они киряк». Азату 5 лет. И слава. Смотрим. Әне керек, Роберт Минулин, кіннәректі бұлсынысың, екі татлы бұлсынысың. Әне керек, зелеңгірдан сақларысың, ұссалардан яқларысың. Әне керек, аслатамля бұлсынысың, дүниямля бұлсынысың. Әне керек, Келерсіздік атсынысың, бәхет, сатылық арсынысың. Әне керек. Вот так, ладно, начнем. У меня были мурашки. Даже чуть так. не Первый раз за заплакала. сегодняшний день. Алмаз, мнение. Мурашки были. И Знаешь, это хорошо. очень хорошо ребенку объяснили, что он рассказывает и как он должен рассказать. Он понимал, о чем, мне кажется, то, что он понимал, Да. о чем это стихотворение, то, что мама нужна, что оберегать от злых людей, которые ставят 2 и 1. И на самом деле мне захотелось прям обнять свою маму именно сейчас. Яра, Это мое самое любимое стихотворение. Это самое лучшее стихотворение, наверное, Роберта Миннулина. На самом деле мальчик очень хорошо подготовился. Одел красивую рубашку. Классно сняли. Мама прям там сзади все это ему говорит, давай так, эмоции он еще глазами так делает.
В общем, эмоции были на 100%. Ребенок прям от души прочитал стихотворение. Мне очень сильно понравилось. Руслан? И я просто такой, 2. Не, да хватит. Ну, что, мне очень хорошо, очень милый мальчик, очень так все это прочитал, и так и у него глаза светились от того, что он рассказывает. И так он это слово «никеряк», слова выделял это, и очень старался, и очень большой молодец. И вообще, молодец, все здорово. Это вообще невозможно как-то... Как ты говорил, запрещенный прием применили создатели. Да. Запрещенный прием, да. Вот. Тут я вот коротенько, опять же, скажу от себя. Возможно, тут понятно, как понятно, на 100%, 5 лет вряд ли лично Азат прочувствовал это стихотворение, сам все понял, так, разобрал текст, поставил ударение. Его хорошо научили, как это делать. Но одно дело, когда вот мы здесь видели других конкурсантов, когда детям что-то объясняют и просто говорят, вот сейчас сделай вот так вот, нет, у него казалось, как будто он действительно понимает какие-то части этого стихотворения, он действительно понимал, в какие моменты он там вот перекладывал руки к себе на грудь, ставил еще что-то. Да, там кто-то подсказывал из-за камеры, но сам факт, что Азат в свои 5 лет понимал, о чем это стихотворение. Поэтому 5 лет от меня лично... 5 баллов. 5 баллов, вот так. Да, Я думал, и ты скажешь, от тебя лично 90 От меня лично. В следующем сезоне. Это будет очень круто. Я Да. участвую. 5 баллов запрещенный. Запрещенный прием с детьми. Биш балл, әнесі да молодец, малай да молодец. Может, она тестирует кендер. Может, әтесі да молодецтардан білген. Вместе. 5 балл березкиля, 5 баллов. Именно, может быть, не то, что может быть, но, конечно же, были какие-то неправильные произношения. Местами, да. 5 лет. За такие глаза и улыбку все прощается. Конечно, и потому что я сам на сцене уже сколько лет рассказываю стихотворения, именно на концерты ходят именно за стихотворений. Все засчитано. Азат Хасанова из Казани за стихотворение Эрика Минулина «Никеряк». Биш. Вот так вот, единогласное решение жюри. Все 5. Вот, сейчас там будут в комментариях писать, вот, ребенка посмотрели, он вот, и вот. А нам все равно, что и там пусть. напишите. Это был классный мальчишка с классным стихотворением. Главное, пишите. Вот, главное пишите, нам нужны комментарии. Вот, 7 участник. Владислав Лукашин, 22 года, тоже из города Казани, с композицией Элвина Грея «Уфтанма». Смотрим 7 участник. Utanma gömrüler yaz kebek kudetip çal çiçeğin kur sende utanma yaz gile de gitte gömer şulay kude utanma Yaz gile gitte Gomer şulay ute Uftanma Молодец! Так, до того, как мы начнем высказывать свое мнение, у нас был вот Виталий Спичков, собственно, тот парень в очках. Я нашел, для кого он оставил место в кадре. Это был бы новый супер дуэт. Да. Вот, поскольку нам тут еще и на гитаре, они будут звездами, я серьезно. В одном углу он, в другом тот. Владислав, Виталий, ВВ очень популярны в стране. Вот так, окей, смотрите, тут нам еще подсказывают, главное, что для жюри, если я не расслышал, скажу, что для Владислава из Казани, который только что спел песню Элвина Грея «Уфтанма», татарский язык не родной, это прям уже вот так вот, и гитара была, до этого сегодня сейчас гитары не было, поэтому мне, в принципе, как бы свое прочтение мне понравилось. Ну, вот, кстати, да, если учитывать тот факт, что это специально для конкурса выучена татарская песня на татарском языке, это, конечно, говорит о многом, что у человека есть желание участвовать, есть желание показываться, и вот это вот стремление не останавливаться на месте.
вот еще также нам сказали, что он и с 5 лет участвует в разных проектах. Никак ничего не выиграет, видимо. Ну, да, это не важно, мне кажется, не важно вообще выигрыш. Нет. Главное вот это вот участие, вот это вот стремление к жизни. И это, конечно, дорогого стоит. И значит, что этот человек целеустремленный и знает, что ему нужно. Если он этим занимается, если он продолжает этим заниматься, значит, он получает от этого наслаждение, от участия, от движения вперед. И это всегда, мне кажется, очень круто. Все, меня не слушайте, Руслан, слушайте. Дальфера. Мне понравился фон сзади. Я не смотрел. Там море было, успокаивало. Ну, Элвин Грей поет эту песню чуть по-другому, Чуть-чуть. да, Это Владислав кавер. же, да, сказал? Владислав Лукашин, Владислав, да. Он спел это по-своему. Так, ну, как сказать, ну, нормально. Нормально, нормально. Алмаз? Один раз уже испортили эту песню. Элвин Грей? Элвин Бигзур Салем. Салям! И что-то продолжать, не продолжать. Можно сразу к оценкам. Нет, я сначала вас послушаю. Яра, смотрите, человек не является носителем татарского языка, выучил песню. Многие скажут, да что было сложно, многие не знают английскую, поют на английском, но тем не менее человек выбрал татарскую песню на татарский Молодец, конкурс. Илья. Это есть. Гитара была. Было немножко погрустнее, чем у Элвина, безусловно, такое у нас было свое прочтение, поэтому я прям не постесняюсь, 4 балла даже с плюсом, но плюс мы округляем просто до четверочки, прям 4, нормально все. Да, я тоже думаю, и гитара, и то, что он на татарском спел, и видно его, как он старался, и вот это вот стремление, движение вперед, которое он не останавливается, как мы сейчас поняли, 4 заслуживает, да. Все, есть. Я хочу услышать еще одну татарскую песню от него. Была гитара, он сам играл, пел на татарском языке, была душа, был красивый фон. 4. 4, есть. Он играет на гитаре, чего я не умею. Он поет не на своем языке, чего я не умею. Он постарался, очень хорошо получилось. Но как бы, если учитывать то, что он русский, Да. понимаешь? Да, есть. Шумакуре 3 балла. 3 балла. Все, есть. Молодец. В принципе, весьма получается неплохо. Напоминаю, что все еще может поменяться в зрительском голосовании. Того 3, 4, 4, 4. Это все, Владислав, наши аплодисменты тебе. Ты молодец. Несмотря на что бы тут не сказали. 8-й участник, у нас остается 3 участника нашего отбора. 11 лет. Участниц тоже из Казани. У нас сегодня как-то вот больше казанских участников. Танец под композицию Big Эле Это моё. группы Зулейля. Все. Big Эле, айдагас. Оу, поаплодируем. Вот так вот. Первый, возможно, единственный танец за сегодня. Думаю, начнем. Вот теперь с той стороны. Я не хотел бы быть соседем. Вот я об этом даже думал. Весь номер. То, что уже танцует, уже хорошо. Не просто, не этот же, не на телефоне сидят.
И, скорее всего, мне так показалось, то, что она участница ансамбля, скорее, может быть. И там же, даже если много раз уже говорят улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь на сцену зрителям, не всегда можно проконтролировать всех участников ансамбля за эмоциями. Имеется в виду, руководители не могут, наверное. И, скорее всего, она танцует не в первом ряду. Может быть. И побольше бы, если она улыбалась, мне бы очень понравилось. А так вот чуть-чуть Не хватило улыбочки, да. да. Яра. Кира. Я с детства очень хотела танцевать, я даже сама ставила танцы. Но так как я... Да, я видел чуть-чуть- фотографии. Ну так как я чуть-чуть косолапая, мне папа сказал, кызым лучше жерла. И поэтому я начала петь. Как зовут девочку? Золье. Зелие. Симбик матур кыз. Очень красиво танцуешь, очень красиво улыбаешься. Ну, мне понравилось. Молодая, красивая, хорошая девочка. Хорошо танцует. Мне понравилось. Хорошо. Руслан? Плюс за то, что есть костюм, музыка хорошая, ей очень мало места. Если оценивать сам танец, то не хватило ей, я как человек, который занимался 11 лет балетом, то не хватило ей вытянутых стоп больше, были много движений, ковырялочки, то есть не хватало четкости в ее движениях, выпрямленных колен. Очень много в татарском народном танце, вот это выпрямленные колени, вот эти вот, когда ты делаешь эти все движения, очень важно это сделать четко и красиво. Конечно, если она только-только начала заниматься, то это можно еще списать как учиться. Если она уже достаточно долго занимается, то это должны знать про ноги, про осанку, про корпус, что все должно быть натянуто, красиво, потому что это вот татарская девушка, она несет себя в танце, да, и все это должно быть всегда искусно и красиво сделано. Сам танец, он такой, он не отличный и не плохой, он достаточно такого вот уровня еще обучения. Вот. У нас один Руслан, по-моему, прям так четко говорит. Все. Слушаем Руслана. Костюм был, Был. Косички были. косички были, Да. улыбочка была, чуть-чуть не хватает места. Я все боялся, что Золье вот сейчас ударится в кровать в кадре. Я честно, очень Я не переживал за вытянутые носочки, я думал, она сейчас все-таки врежется. Все было. Я человек, который вообще не умеет танцевать. Мне прям запретили танцевать в свое время, когда я вот попытался, пришел участвовать в каком-то там номере, вот этом эвентерском на празднике, мне сказали, не яз, уйди. Вот, а потом говорю, а что мне делать? Мне сказали, а ты вести умеешь? Я говорю, ну давай попробую. Вот, собственно, с тех пор я и веду, поэтому вообще не имею права как бы судить, но тут вот немножко послушал. 4 с плюсом я вот от себя вот так вот ставлю. Руслан, оценка. Да, 4, очень хорошо. 4. Да. Зельфир? Зульфира, Зельфира, да. Конечно. Сколько участников у нас? У нас еще 2. у тебя ограниченное Там количество. количество, там пятерки, видимо, Нет, заканчиваются. может Залия займет что-то место, поэтому я буду такой строгой и поставлю 3. Хорошо. Алмаз? Она не кайфовала. Согласен. Если бы кайфовала, была бы 5. 4. 4. 4, 3, 4, 4. Это все за танец Бигали. Неплохие оценки. Хорошие оценки, Да, и да. поаплодируем. Хорошо. Что ж, наш участник теперь уже даже не из Татарстана, из Башкортостана, город Уфа, 20 лет. Марсель Закиров, композиция Big Son Sun. Вот так вот. Смотрим. Yıllanmaday kavuşları Şarlansın vakti yıllanmaday kavuşları Yürekte havalı bu yara sarışları Yürekte havalı bu yara sarışları Bayanlar yolladı balgap şapkarın tisli bula Bayanlar yolladı balgap şapkarın tisli bula Yüreğimi tuğladı yoluma Otur
Ağlatırgan tüslü bular. Sağlansam tuğlanı yapma killemidir yarına. Sağlansam tuğlanı yapma killemidir yarına. Bir tuzak var Abdurrahman tuğlana oynadığına. Bir tuzak var Abdurrahman tuğlana oynadığına. Tuğlana oynadığına. Молодец. Оу, вот так вот. Big Motor жырлады. Биг Матур, но вот начну теперь все. Меня не покидало ощущение, как будто Марсель, он настолько... Вот, нет, я согласен, артисты должны улыбаться. Но он настолько улыбался, как будто он что-то мне продает. Я был в этом уверен, что он сейчас, вот Марсель, прости, что он все это время говорит, помимо того, что он поет, он говорит, один хозяин по ПТС, не бита, не крашено, бери, ездил дедушка. Да. Марсель, при всем уважении, вот так вот, как-то вот было чересчур наиграно, что ли, для меня, но в то же время, в принципе, как к номеру, ну, докопаться как-то нельзя. Человек опрятно одетый, улыбался, пританцовывал, голос хороший, звучно. Вот такое мое мнение. Руслан? Да, вот, кстати, по поводу того, что видно, что они снимали это в квартире, но они расчистили пространство, он сделал, Либо у него очень большая квартира. Либо очень большая квартира, да, но в любом случае он нашел это место, снято горизонтально, то есть он сделал не просто вокал, но еще он сделал из этого номер как раз-таки с движением, с танцем. Есть у него костюм, есть та или иная энергия, которая от него идет, есть очень напряженное лицо. Вот мы сейчас как раз тоже во время песни слушали, обсуждали, что очень такое, видимо, возможно, как зовут? Марсель. Марсель, возможно, ты в таком зажиме находишься. Там тебе нравится это, но ты как-то не можешь себя раскрепостить в этом. И это уходит в этот зажим, и движения такие у него скованные. Может быть, просто, знаешь, есть такие тоже и гимнастики, упражнения для исполнителей, я думаю, они тоже помогают. На расслабление, на снятие зажимов. И вот это тоже попробовать с лицом, чтобы просто почувствовать эту песню, спеть ее в удовольствие для себя. В целом хорошо, но вот это вот снять вот эту вот нагрузку со своего организма. Вот. В среду вечером снимайте нагрузку для организма. Вера, быстрее. Я настолько насмотрелась на лицо Марселя, что не услышала песню. Про что эта песня была? Вы слышали? Я не понимаю Слушали? татарский. Ну, Матром Синтагладом. Когда не надо, понимаешь? Вот, у нас же цель такая, берешь песню, поешь ее и передаешь песню. Вот мне, например, муж постоянно учит, перед тем, как ты начинаешь петь, надо сделать так, рассказать, не знаю, что-нибудь надо сделать, чтобы люди прям вникли в эту песню, прям они балдели, когда ты поешь эту песню. А я смотрела на лицо Марселя. Марсель, он мой знакомый, поэтому, пожалуйста, не обижайся. На самом деле, вот Руслан намного старше меня, намного мудрее. Старше? Да, по-любому. Нет. Ну ладно, что с ним? В конце. Соглашаюсь. Вот на самом деле надо расслабиться. Расслабиться, трек. Раз. Руслан Вообще все очень хорошо. Биг Матур жили, Марсель. Меняйте имя. Эй. Во-первых, присоединяюсь к вам. И на самом деле у меня лицо устало, когда прям хочется прям помочь ему и что-то сделать. Танышлан deyasi keladi, танышлан, eyda o'zing bo'lib jurlari deb, вот его самого как будто не хватило. И вот в конце же он протянул, и вот тогда прям у тебя даже эмоции появились. Да. И может быть неправильно подобранной песни, скорее всего, потому что мы не поняли, о чем была песня. Но песня называется Big Song Sam. Было не особо казалось, что он там вообще по кому-то скучает, собственно, в этой песне. Мне кажется, наоборот было. На сегодняшний день это очень популярно у нас в эстраде, чтобы прям стараться проникнуть и прям всем, даже когда не та песня. Харизма прям прет бетинный Марсельдан. Ансы бетинный бар.
Харизма, да, но зрителю не должно быть тяжело. Вот мы недавно... Сейчас, Руслан, харизма, да, но двойка. Мы недавно вот выпускали спектакль, и мне режиссер говорил, зритель не должен думать о тебе, и он должен смотреть историю, и Да, читатель да, не да, должен да. напрягаться. И здесь, я думаю, точно так же и в исполнительском искусстве, когда ты вокалист, ты должен дарить зрителю, делать понятную историю, делать так, чтобы зритель не напрягался. И при этом, конечно, есть исполнители, которые сопровождают танцем и делают это умело и красиво, и в них не видно вот этого напряга, что им тяжело. Вот эти танцы, тогда не нужно делать его, если тебе от этого напряжно. Или если ты делаешь, то расслабляйся, снимай зажимы и больше это делай. Попробуй сначала не делать поставленный танец, если вдруг это ты специально ставил под эту песню, а попробуй сначала просто подвигаться, как ты чувствуешь эту музыку, и от этого прийти к своему танцу, и так у тебя родится свой образ и свой стиль. 4 балла. Да. 4. 4 балл. 4 балла, да-да-да. 4 балла. Все, убедил на четверку. Бегайбет, кстати, Бегайбет, балла. Да. Молодец. Вот именно было на четверочку. Вот чуть-чуть не хватило, чтобы кто-то из нас поставил 5. Так, если я сейчас обращаюсь к нашей технической группе, никого ли не забыл, и дошли мы до 10-го участника, да? Вот махните. Последний Всё. участник, да? Да, последний участник на сегодня. Жаль, очень жаль. Можем Виталия второй раз включить. Не Вообще надо. нет проблем. Я бы еще раз посмотрел с удовольствием. А мы сейчас посмотрим, когда будет повтор участников. Не рассказывай. 10-й участник. Участница, зовут ее Ильсияр Хисматова. Она из Казани, 26 лет. И вот тут вот внимание. Кавер-песня на татарском языке. А оригинал песни исполняет Михаил Шафутинский. Песня про 3 сентября. На Еще татарском? сентябрь Боже, турундажер. это интересно. Смотрим. Тормышым гел томан, сен дустым, мен дошман. Арабыз салкыная бара. Апрельдә күрештек, вәгъдәләр бирештек. Ник килде бу көзләр, үзәкләрне өзәр. 3 сентябрь, хушлашу көне, учактай миләр. Янып китәр, яна учакта. Вәгъдәләрем бирүсем калды бу көннәр. Календарьны әйләндерәм, һәм кабат 3 сентябрь. Сурәтләрдә сине күрәм, һәм кабат 3 сентябрь. Нигә икән аерылышу туры килде, безне бик бәхетле итте сентябрь икәсе. Нигә икән аерылышу туры килде, безне бик бәхетле итте сентябрь икәсе. Молодец. Кто первый начнет? Давайте я начну. Давай, Руслан. Мне понравилось. Во-первых, это классно. Это такое... Она подготовилась. Также вообще не только выучила язык, да, но, скорее всего, она на нем говорит. Она, во-первых, перевела песню. Во-вторых, она выступает с аккомпанементом. Этот аккомпанемент, за которым мы сейчас за всеми наблюдали. И это можно расценивать не только как конкурсный номер, но еще и как такую, как шутку. Вообще, она захотела пошутить и посмеяться, я думаю, вот как я это почувствовал. И мне это нравится, потому что так как я клоун, и клоуны, они вообще вот это вот все привычное и устоявшееся, они меняют и переворачивают. И вот я вот здесь вот увидел такую родную душу, которая, а возьму я Шафутинского, возьму 3 сентября, я спою это на татарском. И вот за это
за вот этот вот эксперимент, на который она пошла, за вот это вот интересный такой, то, что это вообще оригинальные номеры, мне очень понравилось, и я прям в восторге. Очень круто. Ладно, Зульфия? Спасибо вам за то, что дали такое настроение Руслану. Мне очень понравилось. На самом деле, в голосе есть такой сипота есть чуть-чуть. Если, например, переключиться на баяниста, Булат тоже такой играет весь в чувствах. На самом деле, номер получился очень классный и очень оригинальный. Я думаю, не только татарам понравится этот номер, но и русским в том числе. В общем, очень классный номер, мне понравилось. Алмаз? Баянисту 5. Определенно. Я эту песню, оказывается, не знаю. Оригинал. Каждый третий только сентября. тот момент, только тот момент, да. я календарь перевернул и снова 3. Амарджанджи. А? Еще одна песня. Нет, именно про эту песню я говорю. Оказывается, я куплет не знаю. Первый раз услышал, и поэтому я... Не стыдно, да? Нет. Перейдем к баллам, я пока не могу сказать ничего. Свое мнение. Мое да. мнение. Да. Во-первых, определенно, возможно, все смотрели только на вокалистку Ильсияр Хисматову. Ну, вот как мы выяснили, там, вы знаете имя баяниста, его зовут Булат, да, видимо? И мало того, мы отца знаем, Эсхатова это народный Хисматов. актер Галескар именно театра имени Камала, Галескар Камал, очень такой выдающийся, легендарный. Очень любимый наш. личность. Вот так вот. Так, в общем, тут отдельно можно поставить оценку только за одного баяниста. Возможно, все и зрители, вы смотрели только за вокалисткой, но вы бы посмотрели, что там. Он переживал каждому слову. Вот это вот когда, сейчас на татарский не переведу, но вот когда горели костры, рябина у него сжималось сердечко в этот момент. А магнитики в холодильнике? Это отдельно. Я был мило. Да, не увлечен. видел? Я ничего не видел, кроме баяниста. Если можно было поставить 2 оценки, я поставил бы 2 оценки. Единственное, что тут говорили, баян слегка был погромче, не так было слышно, но если мы оцениваем именно не вокал, а оцениваем номер, от меня лично 5 баллов и вообще не обсуждается. Да, и я в том числе поддерживаю, и от меня, конечно, тоже 5 баллов за этот эксперимент и вот за это то, что так повернули в другую сторону наш сегодняшний вечер. 5 баллов есть. Я очень надеюсь, что это была их не идея, я правильно произнесла? Их идея. И очень надеюсь, что мы услышим ее, и Булата в том числе, может, и Эсхатовой в полуфинале. 5 баллов, 5. Да? 5 баллов. 5 баллов. Итого, Молодцы, Ильсияр, очень классно. 5. Вот так вот. Вот так вот у нас оценочки выходят. Давайте еще раз поаплодируем. Вот так вот. Ну, конечно, не так круто, как у Виталия получилось. Да, кстати, самый запоминающийся номер. Ну, это тоже можно Молодец. бесконечно говорить, что вот эти мы еще и Витю запомнили, вот а остальных участников. Ладно, хорошо, давайте А немножко... мальчика 5-летнего? Ой, это тоже было классно. Ну, даже давайте пока у нас... Айрат еще очень понравился. Айрат просто. Я тот комментарий прочитал. Да, что пишет? Айрат, вот тоже Айрат, зрителям очень Мне, понравился. мне уже нельзя ехать, да? Мне, Пока, Можно. В Челнах добрые люди. Приедешь, придешь к ним с мороженым, возьмешь 2 вот эти вот сосисочки на палочках, и все, ты снова свой. Потом еще на футбол сходишь, там КамАЗ играет, и вообще Которые все. Тихо, нельзя. Все, ладно, смотрите, давайте немножко подытожим. По очереди, как в целом вот действия наших участников, что понравилось, что может не очень. Может быть, есть какие-то пожелания для следующих наших отборочных? Никогда не заканчивайте творить, вот я это хочу сказать. Потому что, когда занимаешься чем-то, именно творчеством, прям душе хорошо, на самом деле. Прям я всем желаю удачи. Все, я рад. Алмаз, пожелания вот этим участникам и участникам, которые еще будут в следующих отборах. Они, вот все смотрящие могут сказать, вот они оценивают, сидят, а умеют ли они сами петь, во-первых? Я нет. Я тоже нет. Ну тут, знаете, Вот она хорошо поет. вы договорили или... Я хотел, чтобы Зульфира спела один куплет песни. Хотя бы одну строчку. Ну, чтобы не говорили. Таблица готова, да. Алмаз просто... А у нас нет времени уже, да? Прям 10 секундочек есть. Если... Ну, давайте. Bizde büyük dağlar barla, dağ astında dallar var. Dalıda yaprak bizde savunur, sizden indi haller var.
Qalıda yaprak bizi de sağınır. Sizden indi haller var. Да, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Вот так вот, ладно. Руслан, от тебя коротенько по пожеланиям именно участникам. Пожелание, расслабляйтесь и получайте от этого удовольствие. Да, делайте это свое удовольствие, делайте не ради выигрыша, просто расслабьтесь и наслаждайтесь этим прекрасным моментом. Я присоединюсь вот так вот, как говорится, ко всем словам. Мне скажу так. Прошу вас всех присылать ваши заявки вне зависимости от того, на каком уровне профессионализма вы находитесь. Все-таки мы ищем все, чтобы были новые талантливые люди. И если у вас душа поет или душа танцует, мы милости просим всех участников. Что ж, у нас готова табличка, поэтому давайте перед ней поаплодируем всем участникам. Да. Всем Все спасибо. молодцы, да. Да, давайте Было подождите, очень это не классно. все. Смотрим таблицу с нашими результатами. Вот так вот от жюри. Лиана Гафиатуллина 17, Айрат Саитов 16, несмотря там вот на что-то. Аделя Ибатова 18, Зухра Тимиргалиева 13, Виталий Спичков, Азат Хасанов 20, Владислав Лукашин 15, Залия Фатхулина 15, Марсель Закиров 16, Ильсияр Хисматова 20. Вот так вот. Ну что ж, мы сейчас начинаем обратный отсчет и пустим зрительское голосование. Давайте все вместе. Умнан бре хадер сонаймыз да? Татарша. Эйлегіз. Айдаңыз Руслан үйретеміз. А я Руслан знаю. біле. Руслан біле? Білесің бе? Айда. Да. Нешінші болады? Ул, Туғыз, Сегіз, жеті, алты, беш, төрт, үш, екі, бір. Пошли! Воу! Вот так вот. Мы начали зрительское голосование, а пока мы вам напомним нарезочку всех наших 10 участников вам снова покажем, если вы по какой-то причине пропустили, может быть, начало эфира и абсолютно еще не знаете, за кого можно голосовать. Смотрим наших участников. Eyde jırlı goller Şilkendir gelip hislerini Birge jırlı goller Yankırratıp zengir işlerini Eyde jırlı goller Şilkendir gelip hislerini Birge jırlı goller Kışlarım da uzub bara Tağın bir yazım jite Kötülerim boşqa bulgan Ömürüm sinsiz öte Bulutlar ağar indi Tamşılar tamar indi Yanarga kalgan yüreğim Yanar da yanar indi Üzlüp күн әйттім бире татар күңлен иләр сизгәнен. Мискин булып торган 300 елда тәкъдир безнең ничек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән. Милли хисләр белән ялкынланып, сызлып чыга күңленнән. Хәйран булып җырны тыңлап тордым. Ташлап түбән дөнья уйларын. Күз алдымда күргән төсле булдым Болгар һәм Агыйдел буйларын. Түзәлмәдем, бардым җырлаушыга. Дидем, кардәш, бу көй нинди көй? Җавабында милләттәшем миңа бу көй була диде. Әллүки.
керек. Роберт Минулин. Кіннәректі болсанысың, екі татлы болсанысың. Әне керек. Зияңғырдан сақыларысың, ұсаллардан яқыларысың. Әне керек. Аслардан я болсанысың, дүнияямля болсанысың. Әне керек. Келерсің. Utanma gamreler yaz kebek kutetip çal çiçeğin kursende utanma yaz kile de gitti gamerşular kutte utanma Vakti yıllanmaday kavuşları Şarlagansı vakti yıllanmaday kavuşları Yürekte kalmadı kuyara savaşları Yürekte kalmadı kuyara savaşları Вот так вот, что ж, дорогие зрители, у нас продолжается наше голосование, ну, вернее, ваше зрительское голосование, и до его завершения остается чуть больше, чем 23 минуты, поэтому просьба поторопиться, зайти, проголосовать, отправить ссылочку друзьям. Ну, а пока у нас в гостях обладательница премии Татар Жиры Алтын Барс, блогер Лилия Хайруллина. Лилия, привет, как дела, как добралась, все ли хорошо? Привет, все замечательно, спасибо, у вас так классно в студии, мне так нравится. Все, мы всегда рады тебя видеть. Я думаю, давай так, наши зрители очень хотят, чтобы ты для нас спел несколько песен. Ты сможешь нас порадовать? Конечно, с удовольствием. Вот ты не слышишь, но слышу я в силу своего опыта участия в этом шоу. Они аплодируют тебе сквозь экраны. Поэтому давайте сквозь экраны поаплодируем. Лилия Хайруллина, прошу тебя. Xayrli kech, hurmatli do'stlar. Sizning uchun ishondirma, sevgi degan she'rni boshqaraman. Vermeysen O'tganlarga kelib qo'ymayman desang Suyib o'tdi deyib ishondirma Ishonasam mening birda kelmay qanotlarimni berib qo'yirma Shin muhabbat bir qo'shinda
birde yuvildi. Odamlarim quyusiz kedasan, yig'lamaycha nechik so'ng tuzasan. Söyüp o'tdi deyip ishondirma, ishonasın menim birde kelmay qanotlarimni berib qo'yirma. Shin muhabbat bir qo'shinda o'lmay, ishonasın da kelmay, ishonasın da ishondirma söyüp, ishondirma söyüp, ishondirma söyüp kelmay, ishonasın da kelmay, ishonasın da ishondirma söyüp, ishondirma söyüp, ishondirma söyüp, ishondirma söyüp. Kelmay, ishonasın da kelmay, ishonasın da ishondirma söyüp, ishondirma söyüp, ishondirma söyüp kelmay, ishonasın da kelmay, ishonasın da ishondirma söyüp, ishondirma söyüp, ishondirma söyüp, ishondirma söyüp. Ishondirma söyüp, ishondirma söyüp. Hozir endi sizning uchun ikkinchi jirim. Sen o'zgara olasың, do'stlar aydagiz. Tatarcha rap tinglab keting hali. Ketdik. Yollarımda ko'rgan chaqda yuragim yana o'shaqda, muhabbat hissin uyatda. Hey hey, tek sen deyip men jonatim, suyuq ko'nglimda orta, o'zilib seni yaratdim. Tushlarimdagina hamma o'sha jonim senga toba, bekorada qo'yibman. Hey hey, bilirman sira samaydan, to'g'ri javobni qo'ydim, qovunchilarga qo'ydim. Hey, senga to'ymay qarabda, u quyosh nurin tarada, bilib o'zimni qaratdim. Hey, senda yetdim o'tda, kugenda yulduzlar orda, jonim seni men yaratdim. Tunin yo'qlamayim o'yimda, qolarsam ekan xiyolda, narsa ketadi bizni olda. Dilim bo'luvangni yonda, qo'limdan minib sen olda, yo'g'olib ikkovi soyda. Hey hey, tushlarimdagi
Бик зур рәхмәт. Сезне күрмәсәм дә, барыбер мин сезне тоям. Кәефләрегез яхшыдыр дип ышанам, дуслар. Һәм инде менә ниһаять, башта бутаган иделәр. Хәзер инде җырлыйбыз татарча рэп. Син үзгәрә аласың. Киттек. Булды җитте, син хәзер үзгәрә аласың. Әле ясасаң бер хата, син үзгәрә аласың. Бу гомер юлында әле нишләп карасың? Соң булырга тиеш түгел, син үзгәрә аласың. Булды җитте, син хәзер үзгәрә аласың. Әле ясасаң бер хата, син үзгәрә аласың. Бу гомер юлында әле нишләп карасың? Соң булырга тиеш түгел, син үзгәрә аласың. Син туган, үстең, син үзгәрә аласың. Кайсы якка өйрәтми? Үзең сайларсың, безгә кара үрнәк алмай алгышканны аңларсың. Дустың булса, чакыруда карасың. Авыртулар узгансың, үпкәңне бозгансың. Төрле исерткечләр белән мавыкны яраткансың. Әле соң түгел, туган арап торасың. Син ихтыяр көчле, син үзгәрә аласың. Булды җитте, син хәзер үзгәрә аласың. Әле ясасаң бер хата, син үзгәрә аласың. Бу гомер юлында әле нишләп карасың? Соң булырга тиеш түгел, син үзгәрә аласың. Булды, чыгыгыз баштан җеннәр, каршы алсын фәрештәләр мине. Дөрес юлга бастырсыннар мине, борыласы килми артка. Булды, чыгыгыз баштан җеннәр, каршы алсын фәрештәләр мине. Дөрес юлга бастырсыннар мине, борыласы килми артка. Гасизә тияни аларны Алла сакласын, балалары аларның берү кайгыртмасын. Син исән сау башың эшли менә синең байлыгың. Ләкин башың китмәсен байлык дип син үзгәрә аласың. Киләчәккә нокта куясың, авыр хәлгә калсаң, тиз генә котылмассың. Әгәр син аннан чыга калсаң, дустым син сынмаган, син үзгәрә аласың. Булды җитте, син хәзер үзгәрә аласың. Әле ясасаң бер хата, син үзгәрә аласың. Бу гомер юлында әле нишләп карасың? Соң булырга тиеш түгел, син үзгәрә аласың. Булды җитте, син хәзер үзгәрә аласың. Әле ясасаң бер хата, син үзгәрә аласың. Бу гомер юлында әле нишләп карасың? Соң булырга тиеш түгел, син үзгәрә аласың. Китеп карарга иде шул берәр елга, кире кайтыр өчен үзгәргән микән дөнья? Соңыннан берәр ясарга нәтиҗә, кем булган без, әйләнгәнбез микән кемгә? Рәхмәт әнигә, тәрбия биргәнгә, хөрмәт дусларга, бергә булганга. Бу өч көнлек дөньяда әллә кем булмасын, тотып кала ал, син үзгәрә аласың. Син үзгәрә аласың. Син үзгәрә аласың. Бу өч көнлек дөньяда әллә кем булмасын, тотып кала ал, син үзгәрә аласың. Булды җитте, син хәзер үзгәрә аласың. Әле ясасаң бер хата, син үзгәрә аласың. Бу гомер юлында әле нишләп карасың? Соң булырга тиеш түгел, син үзгәрә аласың. Булды җитте, син хәзер үзгәрә аласың. Әле ясасаң бер хата, син үзгәрә аласың. Бу гомер юлында әле нишләп карасың? Соң булырга тиеш түгел, син үзгәрә аласың. Эти аплодисменты сквозь километры интернет, это все тебе. Спасибо, Лиза, рәхмәт. Всё, у нас в гостях была обладательница премии «Татар жиры» Алтын Барс, блогер Лилия Хайруллина. Вот так вот официально все зачитаю. Еще раз давайте всей нашей сценической группе поаплодируем, Лилия. Большое спасибо. Задаю всем нашим гостям вопрос. Еще раз к нам придет. Конечно, если позовете. Обязательно позовем. Әйтәләр бит, шакырган җиргә кил, куган җирдән кит дип. Шулай болсын, я рад. Бигзур Рахмет, Лилия Хайруллина. Еще раз аплодисменты. Большое спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо, всем пока. Подписывайтесь на меня. Обязательно подписывайтесь, ищите во всех соцсетях. Ну что ж, дорогие зрители, до завершения нашего голосования, если мне правильно подсказывают мои наручные часы, остается,
чуть больше 12 минут. Поэтому быстрее переходим в группу, если вы еще не проголосовали. Если вы уже проголосовали, то зовите друзей, отправляйте им ссылочку, нажимайте. Если вы участники, хотите, чтобы за вас проголосовали, делайте то же самое, звоните родным, отправляйте во все соцсети, в мессенджеры, в общем, призывайте голосовать. Чуть уже менее, пока я говорил, менее 12 минут остается. Ну что же, а пока, дорогие зрители, мы еще раз вам такими короткими нарезочками напомним всех сегодняшних участников. Kışlarımı da uzub bara, tağını bir yazım jite. Kötülerim buşka bulgan, ömürüm sinsiz öte. Bulutlar ağar indi, tamşılar tamar indi. Yanarga kalgan yüreğim, yanar da yanar indi. Үзлеп кенә әйтеп бирә татар күңеле ниләр сизгәнен. Мискин булып торган 300 елда тәкъдир безнең ничек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән. Милли хисләр белән якынланып, сызлып чыга күңленнән. Хәйран булып җырны тыңлап тордым. Ташлап түбән дөнья уйларын. Күз алдымда күргән төсле булдым Болгар һәм Агыйдел буйларын. Түзәлмәдем, бардым җырлаушыга. Дидем, кардәш, бу көй нинди көй? Җавабында милләттәшем миңа бу көй була диде. Әллүки. Роберт Минулин, кеннәрякта булсынысың, яка татлы булсынысың. Әнни керек, зиләңгірдан сакларысың, усаллардан якларысың. Әнни керек, аслардан я булсынысың, дөнья ямля булсынысың. Әнни керек, келер. Utanma gömürler, yaz göbek kudretip, çal çiçeğin kur sende. Utanma, yaz gile de gitte, lome şulay kude. Utanma.
Şallansın yıllanmayı kavuşları Şallansın yıllanmayı kavuşları Yürekte kalmadı bu yara savaşları Yürekte kalmadı bu yara savaşları Оу, ну что ж, вот так мы продолжаем. Во-первых, давайте предлагаю поаплодировать Лилии Хайруллиной, которая у нас здесь спела. Дорогие зрители, обращаюсь исключительно к вам, если взглянуть на часы, уже менее 5 минут остается до завершения голосования. Поэтому правила все те же самые. Приходим, голосуем, отправляем друзьям ссылочку, рассылаем там в WhatsApp, Telegram, как хотите, лишь бы голосовать. Потому что уже меньше 5 минут, уже 4 минуты и несколько секунд остается до завершения голосования, зрительского голосования в нашем третьем выпуске третьего сезона шоу «Татарстар». И если, возможно, вы только что к нам подключились, сейчас я обязательно свою эту информацию я всю уже выучил к этому моменту, я расскажу. Наш третий сезон отличается от предыдущих двух, что да, в нем также можно петь, можно читать стихотворения, можно танцевать или любые творческие номера, но исключительное отличие от предыдущих сезонов, что все должно быть на татарском языке. То есть, если песня, то она должна быть на татарском языке. Ну и как мы видели по сегодняшнему выпуску, это может быть в оригинале песня-то и не на татарском, она может быть в оригинале быть и на русском, на каком угодно другом языках, но здесь она должна исполнена быть на татарском. Такая же история с стихотворениями, ну и, конечно, с танцами. Музыка должна быть в танцах татарская. Опять же, есть такой небольшой лайфхак, я вам расскажу. Вы можете под татарскую плясовую, это вообще не запрещено, как вот у образованного человека, который занимался в балете, причем все. Скажи, можно ли татарский танец, под татарскую плясовую прям станцевать что-нибудь модное такое? Ой, не знаю, но вот было же видео... Ты должен был сказать «да». Да. Все. В общем, вот так вот. Берем татарскую плясовую и танцуем под нее любую другую песню. Опять же, можете взять какую-нибудь модную, современную татарскую песеночку и, собственно, под нее легко и просто станцевать любой другой танец. А что касается тех, кто у нас победит и каким образом победят. У нас 6 отборов, сегодня у нас 3-й. Затем у нас будет 5 полуфиналов и, если мне не изменять память, 17 сентября или 19 сентября. Если вы, дорогие зрители, сейчас смотрите, что я не смотрю в камеру, я пытаюсь понять, какого числа, чтобы мне подскажут. В общем, в сентябре, после числа 15-го, там будет финальный суперфинал, там, где мы непосредственно пригласим участников на наш большой концерт, и там они споют. Ну, 17-го, 15-го, там, 19-го, короче, все это в сентябре будет. Сейчас это будет финал. Итого, 6 отборов, сегодня 3-й, 5 полуфиналов, и потом непосредственно финал, где победители поборются за, вот у меня тут аж написано, чтобы не ошибиться в этих дорогущих ценных призов. 12 первое место. Подожди, не просто 12. 12 Pro Max. Вот, Pro Max плюс сайз, супер, миллион мегабайт памяти. Второе место iPhone 12 и третье место iPhone 11. В общем, тут кое у кого день рождения скоро, и он тоже очень моргал на... Да. Предлагаю разделить на троих. Первое, второе, третье место. Собственно, у одного из наших жюри у Алмаза день рождения 7 августа, ведь, да, iPhone 11. И это все не просто так, потому что заявочки свои вы можете присылать непосредственно аж до 7 августа. Вот ориентир. У вас же у всех в календарях отмечено день рождения Алмаза. У всех в календарях есть, что нужно поздравить. В общем, до этого числа можно отправить нам ваши заявки. И, дорогие участники, если вы в первом выпуске, во втором выпуске и в третьем выпуске до сих пор еще не увидели свой номер, не расстраивайтесь.
вполне возможно, что он попадет в 4-й, 5-й, в 6-й, в общем, и так далее. В общем, если вы прислали к нам вашу заявочку, с большей долей вероятности вы непосредственно увидите себя среди участников. Снова смотрю на часы, уже буквально минута остается до завершения нашего голосования. Мне всегда говорили, что я слишком быстро читаю информацию, и тот текст, который можно было говорить 15 минут, я говорю минуты за 3. Вот, тоже 2 минутки остается до голосования, правильно я говорю? 2 минуты уже, минута. Свадьбы также быстро проходят у вас? Свадьбы нет, свадьбы там за молодых, потом вы выйдете, споете, потом Руслан выйдет, номер покажет. Вот. Вот так, все, есть. Смотри, нам говорят, что голосование у нас завершается, поэтому давайте дадим обратный отсчет от 5 до 1, чтобы люди там последние проголосовавшие и нажали свои галочки, все-таки не успели. Вот после того, как мы отсчитаем, ну, скажем, 1, все, голосование будет завершено. Давайте по-русски уже, по-быстренькому. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Все, булда на сегодня. Голоса больше не принимаются. А пока наша техническая группа считает, соединяет наши голоса, собственно, наших жюри и меня в том числе, с вашими голосами, знаю, что человек, который набрал больше всех голосов во ВКонтакте, тот у нас получает 10 баллов, тот, который меньше всего, тот 1 балл. В общем, вот по такому принципу у нас определяется та пятерка счастливчиков полуфиналистов. А пока так мы немножко пообщаемся с нашим жюри. Номер, который больше всех запомнился, по вашему мнению? Мне больше всего запомнился? Ну тут без вариантов. Тут человек, сейчас даже я прям... Я вот сижу и думаю, я, по-моему, недооценил. Виталия? Да. Виталий, он где-то вот здесь. Ну, конечно, 3 сентября, ну вот еще раз тогда скажем. Виталий Спичков. А, нет, не он. Он, да, это он. Вы как даже фамилию запомнили. Да. Виталий Спичков, 26 лет, Бистричинский район, село Кибичи. Композиция Фарида Низамиева Миагана. Насыпьяр. Вот так вот написано. В общем, он нам запомнился, я думаю, знаете, мы, наверное, какой-нибудь этот приз симпатии жюри, наверное, такой, если... Сейчас... Каждый сезон надо повторять это видео просто. Все. Сейчас настроение у всех поднимать. есть огромные возможности выдвинуть именно себя как певца или артиста другого жанра. Огромная площадка — это Инстаграм, это ТикТок, и если ты на самом деле талантлив и на самом деле очень сильно желаешь сможешь выйти. задеть там кого-то, не обязательно быть супер талантливым. Главное кого-нибудь выделиться. Да, есть. Ладно, а что ж насчет выделиться? Тогда раз у нас есть время, вот вопрос у вас. Поскольку вы объединены в моем списке, вот так вот еще раз представлю. Это лауреаты телевизионной премии ТМ-ТВ Зульфира Шайдульна Мирзаянова и Алмаз Мирзаянов. Да. На самом деле у нее регалии намного больше, чем у меня. Она и конкурсантка, и лауреат, и победительница практически всех конкурсов, песенных конкурсов. Я вот как этот мальчик же пел, тоже с 5 лет везде участвовал. Я вот тоже девочка такая. Может быть, раз у нас есть такая возможность, может у вас какие-то новости есть, отрекламировать, там, концерт, шоу новое, что? А у нас пока отдых, мы в деревне. Мы готовимся к новому концертному сезону. У нас новые песни появляются. Алмаз Праотов у меня в больше деревне. разговорный жанр. Да, Алмаз Праотов в деревне говорит так вот радостно, Зульфира не очень. Я бы скорее хочу в город переехать. Мне нравится. С нового сезона, может, что-нибудь прям вот премьера? Новый сезон. У нас более удачные песни в этом году уже. У нас 4-й сезон. Типа Фарида Низамиева. Стараемся больше посовременнее, что ли, как сказать. И в этом году больше сценического оборудования хочется предоставить нашим зрителям, а то немножко поднадоел уже. Практически это одинаковый формат был у нас на протяжении 3 лет. И костюмы, артисты другие будут наши. В общем, вот Руслан с нами пойдет. Конечно, как он ножку умеет тянуть. Можно подумать об этом. Итак, подытоживаем. Новые костюмы, новые артисты, новое качество картинки. В общем, все это будет смотреть приятно, интересно. И... Алла Берсаев. Главное, чтобы разрешили. Главное, чтобы не запретили. Вот очень актуально. Руслан, у тебя чего? У меня сейчас, мы вот в апреле отыграли премьеру в особняке Демидова «Приключения Луи и Реми», спектакль для всей семьи, который сейчас продолжается летом, мы его играем. В конце августа у меня вот, например, свадьба будет, где-то буду праздновать.
Вот. И потом я уеду в тур и буду еще делать новый спектакль, выпускать уличный, готовиться к летнему сезону зимой. Уже к следующему Да, 2022 году. Хорошо, смотри, если у нас вот с Алмазом... Или вот, может быть, поедем вместе в тур по Татарстану. Почему Пожалуйста. нет? Да. Тем более вот в Тобольске там ждут. Мы украдем Наргиздан. Тобольский к нам не придут уже, наверное. После этого. Хорошо, смотри, вопрос. Если вот, скажем так, с их творчеством оно понятнее, где наш может зритель познакомиться с тем, что ты делаешь? Ну вот, как бы спектакль, он, конечно, не в жанре клоунада «Приключения Луи и Реми», это спектакль такой в кукольном формате, это театральная резиденция «Особняк Демидова», которая многим известна по иммерсивному шоу «Анна Каренина», но сейчас она развилась, там множество разных спектаклей, которые созданы в локациях этого иммерсивного шоу, в том числе и мой. И с моими спектаклями я играю и на Набережное озеро Кабан, уличные спектакли, и там на Черном озере. Периодически я стараюсь выходить на улицы и делать эти спектакли уличные, абсолютно доступные для всех зрителей. Играю их и радую, и дарю улыбки. Вот недавно, извини, что перебиваю, недавно вот был в Хакасии на фестивале Черчаян, участвовал в спектакле. У меня есть спектакль «Пандемия циркус» называется. Это спектакль о двух друзьях, это я и маленькая кукла, его зовут Гия. Мы встретились после пандемии и решили сделать представление, несмотря на все запреты, соблюдая все правила. Мы в масках, в перчатках. Единственный человек, который с такой радостью рассказывает, что он делает что-то бесплатно. Вот так вот. Ладно, давайте, скажу так, подытожу. Если вы, дорогие зрители, хотите и вас заинтересовало, что делают наши гости, я думаю, по имени, фамилии всех можно найти в соцсетях, там, в Инстаграмчике, ВКонтакте. Подписывайтесь на наше жюри, которое я безгранично рад видеть у нас в гостях, и там будет... И на Нияза тоже подписывайтесь. Тоже можно. Там, ну, ладно, вы там подпишитесь, не удивляйтесь, что там... Ладно, не суть важно. Табличка с нашими полуфиналистами. Все готово. Я предлагаю нашему жюри еще раз им поаплодировать. Они все в любом случае молодцы. А сейчас мы увидим тех 5, кто отправляется в полуфинал. Смотрим. В полуфинал с итоговым количеством баллов 27 у нас отправляется Лиана Гафиатуллина. Также в полуфинале Аделя Ибатова 23 балла. Азат Хасанов 26, Марсель Закиров 24, Ильтьяр Хисматова 29. Это полуфиналисты 3-го отборочного выпуска 3-го сезона Татарстар. Молодцы! Поздравляем всех. Поздравляем. Да. Попрошу техническую группу, если я не ошибаюсь, мы сейчас прям коротенечки отрезочки, пожалуйста, нам покажите, если не сложно, чтобы мы узнали, еще раз запомнили, кто эти 5 счастливчиков. Внимание на экран. Бардым жырлаушыға, дедім, қардаш, бұл көй, нинди көй? Жауабында милләттәшім миңа бұл көй була дейді. Әллүки. Әнен керек, Роберт Минулин, кіннәректі бұлсынысың, екі татлы бұлсынысың. Әнен керек. Yürekte kalanıp duyara savaşları. Yürekte kalanıp duyara savaşları. Eğlendirem, hem kubat üçüncü simsar. Suretlerde seni görem. Воу! Вот они, Молодцы. молодцы, вот они наши хорошие. Вот так же, в общем, скажем так, зрительское голосование, дорогие наши зрители, имеет очень большой вес, потому что во многом зрители с нами не согласились и победили, на их взгляд, достойнейшие. Что ж, на этом наш 3-й выпуск нашего 3-го сезона подходит к концу. Еще раз я поблагодарю жюри, я сейчас вам представлю. С нами были в гостях Алмаз Мирзаянов, Зульфира Шайдульна Мирзаянова. Спасибо. Ахмед. Руслан Риванас. Ну а вел все это ваш покорный слуга, ведущий Нияз Хайруллин. Вот это так.
Все, следующий, 4-й отбор 3-го сезона, ровно через неделю, если я умею правильно считать, то это будет 28 июля. С вами уже будет Руслан Сабиров. Ему может так громко, как мне, не хлопать, но с ним тоже будет весело. Все, Битингизге Бигзур Рахмет, рад был увидеться. Сау болыңыз, всем пока-пока.